Здравствуйте, в эфире «Настоящее время. Итоги из Вашингтона». Сегодня со мной Рафаэлем Сааковым, в отсутствии ведущей программы Юлии Савченко. И в ближайшие полчаса мы поговорим о главных событиях первой недели 2017 года. Смотрите в выпуске. 2 недели до инаугурации Дональда Трампа. Будет ли поставлена точка в хакерском скандале? Новый состав Конгресса США. Есть ли альтернатива у республиканцев? И российский поворот. Возможно ли дружба Москвы и Вашингтона и к каким геополитическим последствиям она может привести? Итак, руководство американских разведывательных служб едино в своих выводах о том, что высшее руководство России стояло за вмешательством в предвыборный процесс в США посредством кибервзлома серверов Национального комитета Демократической партии и вброса полученной информации. Об этом главы ключевых ведомств заявили на слушаниях в Сенате США 5 января. Глава национальной разведки США Джеймс Клэппер, выступая на слушаниях, назвал Россию реальной угрозой безопасности США, но не стал отвечать на вопрос о том, было ли российское вмешательство актом войны, и подчеркнул, что разведсообщество не в состоянии оценить, оказала ли информация, обнародованная проектом WikiLeaks, какое-либо влияние на голосование американцев. Совершенно ясно, что Россия выбрала более агрессивную политику в киберпространстве. Она усилила кибершпионаж, начала публиковать информацию, полученную путем такого шпионажа, и использует ее против ключевых инфраструктурных систем. Национальная разведка не может оценить масштаб влияния, оказанного на решение избирателей. Мы не способны это измерить. Считать ли подобное вмешательство актом войны – непростое политическое решение, которое, я уверен, должна принимать не национальная разведка. Но подобное вмешательство может привести, по моему мнению, к серьезным последствиям. Однако избранный президент Дональд Трамп продолжил в течение недели выражать недоверие данным американских спецслужб, усугубляя, как полагают эксперты, конфронтацию с представителями разведсообщества. В пятницу в интервью «Нью-Йорк Таймс» Трамп сделал очередное громкое заявление, назвав столь пристальное внимание к теме российских кибератак политической охотой на ведьм. Он сказал, что из США сделали столицу хакерских взломов всего мира, чего он не хочет допускать в будущем. Позднее представители разведсообщества провели брифинг для Трампа, после чего избранный президент выпустил следующее заявление. В нем говорится, что несмотря на постоянные попытки России, Китая и других государств, сторонних групп и лиц взломать компьютерную инфраструктуру американских госструктур, компаний и организаций, включая Национальный комитет Демократической партии, это не оказало абсолютно никакого эффекта на результаты выборов. В том числе Трамп подчеркнул, что не было никаких взломов устройств для голосования, а саму беседу с представителями ведомств он назвал конструктивной. Обсудим главную тему недели с нашим гостем, американским политологом и журналистом Дэвидом Саттером, автором множества книг о России. Дэвид, рад приветствовать вас в нашей студии. Добрый день. Итак, как можно реагировать на это заявление Дональда Трампа? Но зависит, какое заявление. Если он говорил, что его беседа с главами американской разведки были конструктивнее, это какое-то улучшение в ситуации все-таки. Если он говорит, что это была охота на ведьмах, обнаруживание этого материала по поводу вмешательства России в американском избирательном процессе, это значит, что он все-таки одновременно не хочет признать действительности. Поэтому я думаю, что здесь самое главное надо иметь в виду, что хотя это выглядит как спор по поводу разведки, это в самом деле спор по поводу легитимности результата выборов. Если наоборот разведки в Америке указывали на вмешательство в пользу Клинтона, наверняка Трампа их только хвалили. Ну вот в том-то и дело. То есть получается, что главное было для Дональда Трампа в этой истории сохранить законность, легитимность своей победы на выборах. Да, и ради этого он был готов фактически сказать все, что угодно по поводу американской разведки, который его не очень хорошо характеризует, но мы должны тоже понимать, что его отношение может измениться внезапно, когда он видит, что его выдвижение как президент не под угрозой. Но при этом мотивы. Джеймс Клэппер заявил, что был не один мотив, а несколько у России на вмешательство. Можете предположить, какие это могли быть мотивы, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, самое главное, я согласен с этим. Я не думаю, что это был какой-то заговор, чтобы помогать Трампу. Я думаю, скорее всего, это была попытка дискредитировать эти выборы в глазах русского населения, потому что они видят, что здесь настоящий выбор, что люди и результат, безусловно, не продиктирован заранее. И мы даже не знали до последнего момента, кто будет победить. Поэтому в таких условиях, безусловно, люди могут думать и сравнивать с диктатурой, которая существует, и манипуляцией, которые существуют в России. Это крайне нежелательно. Поэтому, я думаю, это была главная причина для вмешательства. Как сообщил накануне источник, знакомый с полным содержанием отчета, ЦРУ удалось установить личности российских официальных лиц, которые через третьих лиц передавали Wikileaks материалы, полученные при взломе компьютерных систем. Дэвид, что можете сказать вот по этому вопросу? Каким последствиям вот эта информация, уже когда она будет на следующей неделе опубликована? Может быть, какие-то дополнительные санкции или уже нет смысла? Я думаю, что, по крайней мере, администрация Трампа не будет мотивирована добавить санкции в результат этого. Но он будет, самое главное, я думаю, что как результат этого скандала и скандала вокруг русского вмешательства, мы можем видеть определенную сдержанность со стороны Трампа в изменении политики в отношении России, потому что это будет интерпретировано как награждение России для их вмешательства в его пользу. Сейчас много голосов, много людей стараются объяснить, что это Россия, что это путинский режим. Трамп человек очень неопытный, он, может быть, не хочет к этому слушать. Но сейчас у него довольно веские причины, чтобы немножко задержаться и не спешить с новой перезагрузкой. Мы вернемся к разговору. Дэвид, пока же предлагаю послушать мнение российского оппозиционера Ильи Пономарева, с которым мы пообщались накануне. Напомню, что Пономарев – бывший депутат Российской Госдумы, который некоторое время проживал в США, а затем переехал в Украину. В интервью в программе «Настоящее время. Итоги» он, среди прочего, говорил как о хакерском скандале, так и о том, как могут развиваться отношения между США и Россией после инаугурации Дональда Трампа, в том числе по украинскому вопросу. Я думаю, что план Кремля изначально был действительно максимально скомпрометировать американские выборы как таковые, исходя из того, что они думали, что победит Клинтон, чтобы можно было потом Клинтон вот это самое и предъявлять. Смотрите, что у вас творилось в Демократической партии, смотрите, что вот ваш там Подеста там, соответственно, делал и так далее. Потом пошло по-другому все. И теперь, скорее, я думаю, что сама Москва заинтересована в этих разоблачениях, потому что теперь она будет иметь возможность повлиять на тот самый возможный сценарий с импичментом Трампу, потому что она, если решит какие-то реальные факты слить, в том числе фальсифицированные факты слить в сеть, то она в любой момент это может сделать, и тогда, соответственно, здесь вот в Капитолии все будут говорить, ну так вот Трамп пришел к власти, потому что так хотел Путин. На самом деле вряд ли это было возможно. Если даже представить, что тесное сотрудничество начнется между Кремлем и Белым домом, между Путиным и Трампом, каким геополитическим последствиям, на ваш взгляд, это сотрудничество может привести, в том числе по Украине? Для Украины, конечно, сейчас настает момент истины, потому что новая команда Трампа, которая приходит в Белый дом, она Украину, грубо говоря, не видит на карте мира. Для нее Украина — это часть России. И это вот факт, с которым необходимо считаться. Насколько быстро пройдет образовательный процесс, и насколько быстро они смогут воспринять то, что на самом деле, то, что происходит в Украине, крайне важно, в принципе, для геополитической конструкции, в принципе, для всей системы безопасности в современной Европе и, наверное, более широко, чем только в Европе. Ну, не знаю, насколько быстро это случится. Сейчас они хотят решать конкретную проблему Сирии, решать ее как можно скорее. Но мы же понимаем, что проблема Сирии в значительной степени как раз инспирирована Кремлем ровно для того, чтобы с ним начали договариваться по Украине. Ну и хорошо, допустим, сейчас такая сделка будет заключена.
там, допустим, Путин будет вести себя прилично в Сирии в обмен на то, что Америка забудет про Украину. Но мы же понимаем, что пройдет год, 2 года, там у Кремля возникнут новые амбиции, возникнет другая Сирия, и опять придется заново также, соответственно, договариваться и чем-то опять заново жертвовать. Мне кажется, что это абсолютно тупиковый путь. Другое дело вопрос, а что в принципе Америке нужно в Украине, и что в принципе возможно там сделать. И я думаю, что ответ на это лежит в области не военных действий, а прежде всего в области экономики. Нужна сильная Украина, нужна успешная Украина. Успешная Украина – это фактор перемен в России, и это в конечном итоге самая большая угроза Путину, которую только, в принципе, можно себе придумать. Вы можете представить, как единственный депутат российский, который голосовал против аннексии Крыма, что Дональд Трамп признает Крым, по крайней мере, он обещал рассмотреть этот вопрос? Нет, я уверен, что признания Крыма не будет. Здесь есть Конгресс, который будет на эту тему давить и так далее. Уверен, что этого не случится, но я не думаю, что Путин на это и рассчитывает. Ведь это признание может быть фактическим, а не юридическим. То есть просто забыли про этот вопрос, связанный с Крымом, но перестали постоянно тыкать в нос Кремлю о том, что вот вы захватили эту территорию. Для Кремля важен символ в виде снятия санкций. Не то чтобы санкции были очень болезненны, но сам факт их наличия – это факт нервозности, это факт негативного воздействия на российские элиты. Они нервничают, они давят на Путина, потому что они не знают, что с ними будет завтра. Это влияет на бизнесы, которые они ведут прежде всего в других странах, мешает их экспансии. И поэтому Путину, конечно, важно, чтобы эти санкции были сняты. Думаю, что они и будут сняты. Вопрос, какой ценой. Но вот Дональд Трамп не раз подчеркивал свою приверженность к внутренним изменениям в США и к нежеланию, можно сказать, уделять особо много внимания проблемам всего мира, остального мира, можно так сказать. Да? Не может ли это, на ваш взгляд, в каком-то смысле развязать руки Владимиру Путину вот, с точки зрения той ситуации, которая за пределами России? Команда, которая есть вокруг Трампа, эта команда достаточно ястребиная. Я думаю, что она будет как раз скорее заниматься интервенциями, чем такими пацифистскими действиями, как действовала команда Обамы. В этом смысле я думаю, что они будут гораздо более жесткими, и Кремль еще вспомнит Обаму как лучшего президента всех времен и народов для Москвы. Но еще раз повторю, я не верю в то, что вот это сотрудничество между Трампом и Путиным, что это будет дружба. Да, сначала это будет сделка, но, честно говоря, мне кажется, планета Земля-то маловато для них двоих. То есть дружба, а табачок. Да, как ну, я думаю, что совершенно неизбежен сценарий, когда даже о чем-то договорившись, господин Путин, как он это обычно делает, начнет тестировать, а где вот пределы этого самого соглашения, о котором только что договорились. У него же такая там пацанская, дворовая логика. Это надо обязательно показывать вот свою силу все время, так, толкаться плечами. А мне кажется, что господин Трамп это будет совсем не по душе, и он будет воспринимать это как нарушение договоренности. Полностью интервью с Ильей Пономаревым будет опубликовано на сайте голос-америки.ру. Я же вернусь к Дэвиду Саттеру. Дэвид, итак, вот на ваш взгляд, все-таки дружба или сделка, или что-то еще, как вы считаете, возможно? Дружба это исключена, потому что фактически вы имеете дело здесь с человеком в лице Путина, который не разделяет нормальные человеческие ценности, которые все-таки, по крайней мере, руководит общество, над которым Трамп правит. И сделка всегда можно, но эта сделка будет нарушена со стороны России, как только она совершена, потому что это может быть только шаг в направлении другой фактически политической агрессии. Поэтому я думаю, что мы можем ожидать, и самый продуктивный в смысле отношения, это будет очень скептическое отношение к русскому руководству и
и намерение со стороны Трампа просто не терпит разных нарушений, в которые мы уже видели, например, вторжение в Восточной Украине или захват Крыма. Что касается, если вернуться все-таки к главной теме, Трамп обсуждает, по данным американской прессы, со своими советниками план реструктуризации спецслужб. На ваш взгляд, может ли этот план возыметь действие? Вот мы уже знаем о том, что, соответственно, уходит глава национальной разведки Клэппер, который, соответственно, вел это дело. Придет Дэн Коутс, который, говорят, известен очень жесткой позицией по отношению к Путину и России, в частности, вот по Крыму тоже. Вот, соответственно, эти представители спецслужб, даже если это придут люди Трампа, они смогут его переубедить в его позиции, на ваш взгляд? Я думаю, да. Я думаю, со временем он ожесточает его позицию, потому что у меня впечатление, что он формировал эту позицию очень поверхностно, очень бегло на базе его впечатлений от посещения в России, когда он искал разные возможности для бизнеса. И когда рано или поздно, и я надеюсь, что это будет раньше, чем поздно, что он будет видеть, что Россия собирается вмешивать в важных стратегических решениях Америки, который нужен для Америки для самозащиты, например, как защитить от иранских ракетов, например. И когда он видит, что, и он будет заметить, что русские представители, они недобросовестно выдвигают их позиции. И он будет испытывать очень странную логику русской стороны. И если добавим к этому трезвый совет из Пентагона и разведки, я надеюсь, что он придет к выводу, что здесь какие-то проблемы, которые никакая дружба, никакие взаимные улыбки не могут решить просто. Помимо внешних вопросов, у Дональда Трампа очень много планов на внутренние, конечно же, в Америке. Еще до инаугурации Дональда Трампа свою работу начал 115-й по счету состав Конгресса США, члены которого были приведены к присяге на новый 2-летний срок при подавляющем республиканском большинстве в Палате представителей. Соотношение 241 против 194 демократов. В Сенате преимущество почти минимально. 52 республиканца против 48 других сенаторов. Среди заявленных планов республиканцев полная отмена закона о доступном здравоохранении, известного как Обама-Кер. Перед эфиром мы пообсудили повестку нового Конгресса с политологом Эриком Ширяевым из университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Первые дни очень интересные. Обе стороны, республиканцы и демократы, напряженно смотрят друг за другом. Республиканцы начинают немножко нервничать, наверное, потому что то, что было обещано, необходимо выполнять, и выполнять быстро, но, с другой стороны, можно ошибиться и очень легко. Демократы после поражения и состояния шока, наверное, приходят в себя после того, как их лидер, сенатор Чак Шумер из Нью-Йорка, и его коллеги выдвинули новый лозунг, вы, наверное, слышали уже, сделать о реформе американского здравоохранения, обвиняющим Трампа в том, что он хочет сделать Америку больной снова. Make American sick again. В мире эмоций, символов и в таких эмоциональных заключений такие фразы часто проходят и становятся источником воодушевления для сторонников демократов, конечно. Эрик, есть ли у демократов хоть какие-то шансы противостоять отказу от Обама-Кер, в том числе с помощью так называемой тактики флибустерства? Отцы-основатели, так называемые отцы-основатели американской конституции, включили в нее специальные провизии или пункты, которые в отдельных случаях позволяют членам парламента Конгресса США добиваться своих решений не простым голосованием, простым большинством, а так называемым супербольшинством. Это особенно касается Сената, где необходимо достижение 2/3 голосов
И это особенно использовалось в принятии решений по внешней политике США, когда президентские указы, соглашения, президентские договоры должны были утверждаться Сенатом США 2/3. Поэтому, если дойдет до такого, наверное, мы увидим компромиссы, или же республиканцы пойдут напролом, показав демократам, что как они поступили с Obamacare, с системой реформы здравоохранения, то же самое они могут сделать, в том, что поломать ее и придумать что-то новое. Как известно, Трамп не разделяет позиции республиканцев в Конгрессе по некоторым вопросам. Какие из них могут, по-вашему, стать камнем преткновения между избранным президентом и представителями его партии в Конгрессе? Трамп не республиканец. Он вырос в семье бизнесмена, он не вырос в рамках идеологии, как многие американцы выросли в своих семьях, будучи левыми, правыми или центристами. Он вырос как в семье бизнеса, поэтому он принял знамя республиканской партии по удобству, и ему это удобнее, это может быть в этой стадии его жизни и в этой стадии политического развития Америки. Поэтому, наверное, он будет человек компромиссов, скорее всего, он будет громко говорить и делать компромиссы. Многие республиканцы и многие выборщики, и многие, кто голосовали за Трампа, хотят некомпромиссной политики. Это был политолог Эрик Ширяев. Напомню, что с нами в студии Дэвид Саттер. Дэвид, ну вот на ваш взгляд, возможно ли вот эти разногласия с республиканцами в Конгрессе у Дональда Трампа по ключевым его вопросам повестки, которые он хочет провести? Я думаю, что Трамп человек, это просто мое интуитивное впечатление, это человек, который договаривается, он сделает какие-то заявления, чтобы установить начальную позицию, но я не думаю, что он догматичен, и мне кажется, что ему самое главное это просто преуспеть, поднимать жизненный уровень, удовлетворить его избирателей и стать президентом снова. И ради этого он готов согласиться на все угодно. Но мы слышали о том, что и Линдси Грэхэм, и Джон Маккейн, многие против выступают, ну, по крайней мере, по многим вопросам, и говорят в том числе и по отношению к спецслужбам, что необходимо с уважением к ним относиться, и не надо преуменьшать их работу. Я думаю, что когда уже люди забудут, если они забудут, естественно, по поводу выборов, Трамп будет относиться к спецслужбам с большим уважением, особенно после того, когда он слегка их реорганизирует и скажет, что это сейчас его спецслужбы, потому что его спор со спецслужбами это не что они плохо работают, он знает, что они довольно хорошо работают. Его проблема это, что они сейчас факты не на его сторону, и он не хочет, что они будут делегитимизировать его успех в выборах. Спасибо большое. Дэвид Саттер, американский политолог и журналист, был гостем нашей студии. Напомню, что уже меньше 2 недель остается до инаугурации Дональда Трампа. Она намечена на пятницу, 20 января. На этом первый в новом году выпуск программы «Настоящее время. Итоги» подходит к концу. Из Вашингтона с вами был Рафаэль Сааков. Спасибо за внимание.